сегодня мы будем говорить как раз и о русском языке, и о билингвальной культуре. Мы будем говорить о многих профессиональных вещах, которые очень важны. Но самое главное, это, конечно же, духовное воспитание, культурное наследие. Это как раз то, ради чего мы сегодня собрались, чтобы делиться опытом, чтобы рассказывать, наверное, друг другу то, что может пригодиться в повседневной практике. Уверены, что этот форум пройдет блестяще. Я уверен, что у этого форума будут результаты. Но то, какой материал вы даете, материал, извините за такое сравнение, это абитуриенты, с тем нам приходится работать. Сегодня в университете развивается усиленно школа. У нас обучаются 564, если быть точнее, ученика с 1 по 11 класс. Мы видим определенный ажиотаж, и мы видим конкурс в нашу школу. Это здорово. Мы бы хотели, чтобы такой конкурс был во всех школах республики. Форум стал площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в сфере профессионального педагогического образования. Надеемся, что форум принесет хорошие плоды. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем воспитать новое поколение, которое будет ценить многоязычие как фактор успешной карьеры и дальнейшего профессионального роста. На сегодня в сложной ситуации в мире все наши решения, усилия, инновации в образовании должны быть направлены на поддержание дружбы, партнерства между нашими народами. Они нужны, чтобы у наших детей было светлое будущее. Желаем всем плодотворной работы, новых идей, успешного сотрудничества. Спасибо за внимание. Востребованность русскоязычного образования в республике ежегодно возрастает. И мы с удовлетворением фиксируем те успехи, которые демонстрируют выпускники русскоязычных школ на экзаменах, на международных олимпиадах. И, пользуясь случаем, благодарим кыргызскую сторону, Кабинет министров Кыргызской республики за поддержку всех совместных инициатив. Спасибо Кыргызско-Российскому университету, РУДН, всем, кто вложил свои силы в подготовку этого важнейшего форума. Наша ОНО Евразия поддерживает все образовательные гуманитарные проекты на принципах уважения культурного наследия, разнообразия. Русский язык остается языком гуманизма, так востребованного сегодня. Языком сохранения человека, его природы, понимания человека как образа Божия. Сегодня русский язык является одним из основных языков информационного пространства, в том числе виртуального информационного пространства. При том, что русский язык является сегодня языком не только России, Конституция Кыргызстана, одобренная на всенародном референдуме, определяет русский язык в качестве официального языка страны. То есть абсолютное большинство населения Кыргызстана желает видеть русский язык в качестве формально официального, фактически второго языка страны, который повсеместно используется. Президент Кыргызстана Садыр Нургажевич Жапаров неоднократно подтверждал, что за русским языком сохранится статус официального. 65% кыргызстанцев выступают за расширение изучения русского языка, и только 5% против. Общество в Кыргызстане не расколото по языковому вопросу. Это замечательное достижение, которого удалось добиться далеко не всем, а Кыргызстану удалось. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит.